Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Горячие новости для вас, о чем вам просто необходимо узнать именно сегодня, именно сейчас, когда вы открыли это видео. Загадайте, пожалуйста, на себя, на горячие новости, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, горячие новости. Смотрите, здесь показывают человека, который именно сейчас, в этот самый момент, приступил к работе, либо к выполнению какого-то задания. Может быть, вы на кого-то надеетесь, либо кому-то дали поручение, либо какая-то ситуация ваша личная зависит от действий другого человека. Вам буквально говорят, что не переживай, этот человек уже взялся за работу, он все сделает, все выполнит, все будет как положено. Переживать не стоит. Человек ответственный, порядочный, дело свое знает и вас 100% не подведет. Так что выдыхаем, успокаиваемся и ждем результата. Человек уже делает. Так, вот здесь какие-то слова. Вам кто-то что-то должен написать, но вам важно читать не по буквам, а как между строк. Да, как какой-то зашифрованный подтекст будет в этом послании. Возможно, вы в ближайшее время получите смс-ку, либо какое-то письмо придет, там, электронное, бумажное. Да? Несколько раз перечитайте, да? Перечитайте, там как что-то зашифрованное будет для вас. И вот если вы поймете, что, считайте, что вы молодец, да? Уловили суть ситуации, можете что-то изменить, либо на что-то повлиять. Если не уловите, переспросите, да, не поленитесь, переспросите. Может быть даже такая ситуация, что вам следует кого-то попросить, чтобы человек еще прочитал, там, незаинтересованный, либо там рандомный какой-то человек, да, прочитал и высказал свое мнение по поводу написанного. Вот мне идет, что какой-то подтекст есть. Не сам текст, а именно подтекст. И именно это нужно уловить. Об этом предупреждают. Это очень, кстати, важно для вас. Так, еще показывают разочарование. Вами кто-то очень сильно разочарован. Прям очень сильно. У человека прям руки опускаются. Да, кто-то очень нехороший вами разочарован. Человек думал, что вот вы упадете, вот вы подскользнетесь, вот вы там от чего-то откажетесь, передумаете, исчезнете, пропадете, да. Как выйдете и не зайдете. Вот кого-то вы разочаровали. Разочаровали своей стойкостью, умением бороться за себя, за свое будущее, за свои идеалы, за свои ценности. Вот сидит сейчас этот человек и горюет. Вот слезы горькие прям капают с глаз, да, по щекам текут, растекаются. Очень разочарован этот человек. А вы молодцы, мои хорошие. Молодцы. Молодцы, что не сдались, что дальше пошли, что ни на кого внимания не обращаете, что не падаете, а если падаете, то быстро встаете. Вообще умничка, сильная личность пришла на эту отсыпку. И вам говорят, что тот, кто вам зла желал, сидит теперь и горюет, плачет из-за того, что вы не сдались. Как так? Все человек сделал, да? А вы взяли и не сдались. Как? Как теперь жить с этим? Прям горе какое-то, да? В общем, вы молодцы. Вы молодцы так держать. Дальше еще какую-то замануху показывают. Замануха выеденного яйца не стоит, очень красиво преподносят. Просто как это... Пустышка в золотой обертке, так хочется сказать. Вам говорят, чтобы вы не тратили время, чтобы вы были внимательны и смотрите глубже. Да? Глубже. А на заманухи не попадать, иначе впустую потратите много времени, потом так выдохните, скажете, надо же, что за дрянь, да?
как меня угораздило. Будут предлагать пустышку, заманушку, да, но вы должны быть бдительны. Не тратьте свое драгоценное время. Используйте свое время с умом. Вот. И еще мужчина и женщина, спина к спине, я так понимаю, не общаются. Да? Вы не общаетесь, между вами холодок. Может быть, пауза у вас, может, рассорились, обиделись друг на друга. Здесь показано, что мужчина аж скулы сводит, как ему хочется с вами помириться. Но он знает, что у вас характер тяжелый. Он понимает, что надо дать вам время немножечко подостыть, потому что вы прям кипите. Вот если он сейчас перед вами появится, да, вы же его просто вот напополам сломаете. Вы такая, вы можете. Он знает, что у вас рука тяжелая, что вы в долгу не останетесь, да, вам есть что сказать, и молчать вы точно не будете. Девочки очень хочет помириться, ну прям, говорю, скулы сводит, кричать вам о том, что хочет помириться. Но зная ваш характер, зная ваше настроение, видя, в каком вы были состоянии, боится, побаивается. Вот, дал вам время на остыть. Вы не думаете, что он там во все тяжкие пошел, что он там живет, развлекается. Нет, ему без вас очень сильно плохо. И все вот эти конфликтные моменты, которые между вами возникают, ему очень тяжело даются. Настолько тяжело, вот хоть плачь. Хоть плачь. У него же, знаете, как он говорит, силы заканчиваются, я больше этого не выдержу. Я не хочу с ней больше ругаться. Вот как-то так он вам говорит. Дальше какое-то кольцо показывают. Кольцо красивое, вам его брать нельзя, что-то не так с этим кольцом. Красивое. Может быть, вам захочется купить, может быть, вам кто-то будет предлагать это кольцо в качестве подарка. Не берите. Не берите. Что-то не так с этим кольцом, оно как какое-то, не знаю, проклятое, извините меня. Нельзя брать кольцо. Даже если вам предлагают, вот, хочешь, поноси, да, могут сказать, там подружка, вам нравится ее кольцо, он говорит, хочешь, возьми, поноси. Не берите ни в коем случае. Не соблазняйтесь. И уж тем более не покупайте. Если мужчина там принес вам кольцо, и вы такая, не, вот это кольцо не возьму. Оно очень красивое, там какие-то на нем узоры, что-то, переплетение какое-то. Но оно очень негативное. На этом кольце большой негатив есть. И если вы его возьмете, вы негатив этот возьмете. А если на себя еще примерите, то сразу же пойдет вот это заражение негативом. Кольцо показали. И брать его вам нельзя. Нельзя. Вот вы нашли мое видео, вы сейчас его смотрите, отсчитайте ровно 7 дней. Если 7 дней прошло, и вы потом уже кольцо увидите, либо вам будут предлагать, тогда берите. Потому что то, что сейчас вышло, оно очень негативное. Прям как дыхание негатива, причем такого жуткого пробирает. Да? А кольцо само по себе просто глаз не оторвать. Изумительная красота. Красота обманчива. Да? В этой красоте какая-то дьявольщина, чертовщина мне идет. Очень плохое. Там, знаете, добрая родственница может вам кольцо предложить, типа семейное, фамильное, не берите. Она вам не просто кольцо, она вам еще порчу предложит, да, либо проклятие в придачу с этим кольцом. Не берите. Вот нельзя брать кольцо. А по улице идете, увидите кольцо, либо в транспорте едете, ни в коем случае не берите. 7 дней с момента, когда вы посмотрели это видео. 7 дней пройдет, тогда уже можно. Сейчас нельзя. Вот негативное мне идет кольцо, очень негативное. Как, знаете, негатив ищет того, в кого вселиться можно. Вот как-то так мне идет. Вот именно через кольцо может произойти. Это важное предупреждение. Так, еще женщина мужчине про вас гадости говорит. Страшные вещи говорит. Просто даже эти, как писатели, да, фантасты отдыхают просто. В сторонке курят нервно. То, что она говорит, такие вещи придумывает. Откуда у нее такая фантазия вообще? Где такое видано в мире? Там у мужчины уши так в трубочку скатываются и раскатываются. Ни живой, ни мертвый ее слушает. Знаете, вот идет такое стойкое ощущение, что это их последний разговор. Вот он после этого разговора, во-первых, он поймет, что она ненормальная, да, конченый человек, такие гадости говорить. Я даже не буду говорить то, что мне идет, потому что это ужасно. Это отвратительно, это мерзко вообще. Не гоже о таком даже думать. Вот. Он поймет, что она неадекватная, что она ненормальная. Он поймет, что она
еще и агрессивная, и он поймет, что она, ну вот действительно вот такими гадостями пытается вас разлучить. Он перестанет с ней общаться, там будет полный игнор, он ее заблокирует, даже если это его родственница, просто вот он, я не хочу. Он вам, понятно, не расскажет, но вы будете очень удивлены, что мужчина перестанет общаться с какой-то женщиной, знакомой женщиной, либо родной женщиной. Вот. Причиной тому то, что она про вас ужасные вещи говорит. И он вот делает выбор не общаться с ней, просто убрать со своей жизни, да, какое-то негативное пятно, да, какую-то грязь, да, и вас тем самым обезопасить. Он и вам будет запрещать с ней общаться, но не будет говорить причину. Ну, либо будет там что-то поверхностно рассказывать, да, какие-то круги на воде наводить, но правду не скажет, потому что это отвратительно, то, что она ему говорит. Да, перестань с ней общаться. Это для вас, кстати, хороший момент. Не только для вас, но и для ваших отношений. Так, еще здесь новость на работе, скорее всего, у вас будет. Работа, коллектив. Да, в коллективе что-то будет происходить. Тут кому-то помощь очень сильно понадобится. А человечек такой, знаете, скромненький, ну, не особо будет распространяться. Может быть, даже не конкретно от этого человека, но от кого-то другого. Узнаете, что человеку помощь нужна. Пожалуйста, не проходите мимо. Знаете, что это ваше испытание. Небеса за вами наблюдают. Прям, видите, все ангелы наблюдают. И духи рода наблюдают. Вам нельзя пройти мимо. Хоть чем сможете, тем помогите. Хоть добрым словом, но помогите. Да? Вот, у человека какие-то большие неприятности. И если есть хоть минимальная, маломальская возможность помочь, пожалуйста, помогите. Вам это зачтется. Это ваше испытание. Так, еще показывают кого-то, кто успокоиться не может. Тут как мужчина идет. Мужчина, который успокоиться не может. Ему прям очень обидно, прям очень. Сердце кровью просто обливается, что вы вот такая красивая, нарядная, что вы смеетесь, что у вас жизнь активная, что вы там успеха добиваетесь. Вот. А за ним, значит, не приходите, не возвращаете его. И вот чей-то бывший, я так понимаю, вознамерился прийти и сказать вам свое фи. Сказать, что такое, я не поняла, ты почему меня не возвращаешь? Ты как смеешь жить свою прекрасную жизнь без меня? Ты как это, да? Да, как скандал вам, что ли, готовят, либо какие-то укоры, упреки с его стороны. Может, лично придет, может, с вами свяжется в соцсетях, телефон, да? Вы просто обалдеете, скажете, что белины объелся, да? Мы уже с тобой сколько лет не вместе. Тебе надо, отстань от меня. Да, бывший не может успокоиться, он следит за вашей жизнью, он правда ждал, что вы его будете возвращать, он в это свято верил, да, он все время думал, ну ладно, завтра придет, послезавтра придет, ну в следующие месяцы точно она за мной прибежит, а вы все не приходили, вы стали жить, вы расцвели за это время, да, когда с ним расстались, вы действительно поменялись, колоссально поменялись, и вот ему прям обидно, да, выскажет, вот найдет способ вам это все высказать, донести, у кого-то прям, не дай бог, лично придет и начнет права качать, обвинять вас в том, что вы его не возвращаете. Как посмела? Как посмела жить без меня? Почему мне не возвращаешь? Я так долго ждал. Да, ну, в общем, вы посмеетесь, и смешно будет, и обидно. Девочки, скажете, боже, ну откуда ты вылез? Пропади, исчезни, да, чтобы я тебя вообще не видела. Ну, раз вас предупреждают, значит, вы должны об этом узнать. Так, еще какие-то иголки. Почему-то иголки показали. Иголки... Ну, что-то недоброе с этими иголками. Может быть, нарушение правил гигиены, санитарии, да, если вы будете делать какие-то инъекции. Может быть, какие-то иголки, вот, не знаю, где-то вот валяются какие-то иголки, либо вы увидите иголки, воткнуты куда-то иголки. Нехорошие эти иголки, их нельзя брать голыми руками. И если какие-то вам предстоят инъекции, прям следите за действиями того, кто будет эти манипуляции совершать. Да, и если человек там не обеззараживает руки, не пользуется этими перчатками одноразовыми, да, что вот не целый день ходит в одних и тех же перчатках, а вот при вас из упаковочки новые достает, да, протирает руки, тогда окей. Прям следите, потому что иголка мне идет какая-то грязная, заразная, как инфекция, что-то на ней, болезнь какая-то. Ну, раз вышло, значит, я должна вас предупредить. Да? Лучше вот избегайте этих уколов.
И вообще, в принципе, вот где-то иголки увидите, руками не трогайте. Еще, если вы швея, либо у вас дома где-то вот иголки хранятся, прям будьте поаккуратней. Поаккуратнее, если там рассыпятся, еще что-то с ними произойдет. Да? Что-то не так с этими иголками. Можно от них то ли заразиться чем-то, то ли инфекция может пойти. Вообще мне не нравится. Я закрою, конечно, этот фрагмент, но вас я тоже предупредила. Так, здесь колокола громко звенят, здесь какое-то радостное событие, буквально на носу. Но вам почему-то об этом скажут, прям в последнюю очередь. Да, в последнюю очередь. Вы прям обалдеете, даже обидитесь, скажете, как так, неужели я это заслужила, что мне говорят в последнюю очередь. Может быть, у кого-то именины будут, может быть, какое-то праздничное мероприятие. Вот вас как последнюю пригласят, либо последнего позовут. И у вас прям совершенно нет времени на то, чтобы подготовиться. Да? Я же не говорю про подарки, да, просто банально наряд подобрать. Да? Это что же время нагладить, почистить, сходить новый приобрести, подстричься, покраситься, да, привести себя в порядок. Вот. Прям колокола, да, действительно очень светлое событие, праздничное идет мне событие, и вас как последнего позовут. Не обижайтесь, да, может быть, люди замотались, забылись, а может быть, все бывает, да, не будем гадать. В общем, вас никто не хотел обидеть. Вот, но придется вам немножечко прям включить свою фантазию и придумать, что и подарить, и в чем пойти, и так, чтобы в грязь лицом не ударить. Так, еще здесь какие-то люди хотят к вам обратиться. Но это знакомые люди, да, вы их знаете. Они хотят к вам обратиться то ли с каким-то предложением, то ли с какой-то просьбой. И они прям мнутся у вашего порога, как решиться не могут, либо слов не могут подобрать. Странное какое-то, наверное, предложение, либо странная просьба. Хотя люди, они хорошие. У них нет каких-то дурных мыслей, замыслов, не способны на коварство, на подлость, не способны. В общем, скромные, наверное, да. Как делегация к вам придет, человечка 2-4 к вам придут и начнут вам, что-то говорить, очень неуверенно говорить. Но вы их послушайте, они хорошие люди, точно вас не обидят. Так, еще какая-то защита вам мешает. Видите, на вас есть защита, но она вам мешает. Она не только плохое не пропускает, но и хорошее. Что у вас за защита? Может, у вас какой-то оберег завелся? Либо вас кто-то защищает, но защищает как и от хорошего, так и от плохого. Да? Может быть, надо с этим разобраться. Да, плохое не заходит, но и хорошее не приходит. Потому что защита именно так работает. От всего сразу защитили вас, как в вакуум поместили. Если это какой-то конкретный человек вас защищает, и вы это знаете, поговорите с этим человеком. Пусть немножко сбавит обороты. И, вам нужно жить на полную, а не так сидеть в банке, да, под такой строгой защитой. Мне вообще идет, что вас какой-то человек защищает и никого к вам не подпускает. В плане даже людей не подпускает. А не дай бог вас кто обидит, да, а не дай бог вас кто расстроит. А вы думаете, а что тут никого нет рядом со мной, да, никто мне дозвониться не может, списаться со мной не может, не приходит ко мне никто, не подходит ко мне никто, да, вас кто-то защищает. Либо какой-то супероберег у вас появился, который вас вообще от жизни защищает. И тогда лучше от такого оберега избавиться. Поверьте, хорошее не заходит в вашу жизнь, потому что кто-то либо что-то защищает. Видите, все закрыто. От всего закрыли вас. Так, еще мама с ребенком. Мамы, мои хорошие, мамы и бабушки, кстати, к вам обращаюсь. Здесь у ребенка могут быть какие-то странные вопросы, либо странные просьбы. Как, знаете, в щекотливом положении можете оказаться. Ничему не удивляйтесь, дети растут и дети развиваются не по годам. Это нормально. И поверьте, вашего ребенка никто ничему не учил, никто не заставлял, никто пример не подавал. Ваш ребенок разумный, и он растет не по годам, развивается не по годам. Маленький гений растет, нельзя в нем это глушить, тушить, иначе он не сможет реализоваться. Лучше поддержите, да? Говорите на равных, говорите как со взрослым. И то же самое, если касается каких-то просьб, то лучше удовлетворить. Да?
Если есть возможность, сразу удовлетворите. Если нет, договоритесь, так и скажите. Вот будет у меня зарплата, вот придет денежка, тогда вот мы этот вопрос и решим. Да? Ну вот мне показывают малыша карапуза, он такой умненький, тут вот, дай Боже. И вот как взрослый рассуждает. Ну, что есть, то есть. Так, еще про деньги вам говорят. Про деньги и про... Ну, что-то вы домой тащите. Тяжелое тащите, но улыбка до ушей. Хоть завязочки пришей. Что-то вы приобретете. Либо говорят о том, что деньги собирай, покупка будет, на носу покупка, да, вот все пригодится. Либо, может быть, даже покупка, как это называется, рассрочка, кредит, как-то вот они. Бывает, да, бывает кредит, там, где вы платите, да, еще за этот кредит, а бывает рассрочка, когда вам разбивают сумму там на несколько периодов. В общем, что-то будете домой тащить, очень будете довольны. Прям очень. Хотя в покупке до конца не будете уверены. А когда уже покупка совершится, да, когда вы придете, распакуете, да, либо там вам распакуют, объяснят, а вы такая, боже, вот это я купила, вот это я приобрела вещь. Да. Что-то большое, ну, либо коробка большая, либо пакет огромный будет. Ну, что-то будете домой тащить. Так, еще кто-то спешит, очень спешит к вам. Здесь вот прям самолет, который летит не снизу вверх, а наоборот сверху вниз. На бешеной скорости кто-то спешит к вам. Человек действительно спешит. Почему-то этот человек за вас очень сильно переживает, либо по поводу вас переживает. Может быть, человека кто-то обманул, либо ввел в заблуждение. У человека страх и переживание. Кто-то, скорее всего, до срока вернется. Ну, допустим, человек уехал в командировку по делам, там сказал, буду вечером, да, приедет днем, либо вообще утром. Должны об этом знать. Может быть, вас заранее хотят предупредить, да, чтобы не было сюрприза. Ну, а может быть, ну, какая-то другая ситуация. Ну, вот как самолет летит, и летит очень быстро на всех скоростях. Здесь показывает, что вы поменьше о чем-то говорили, либо с кем-то поменьше говорили. Как, знаете, язык мой, враг мой, да, вот как-то так показали, что нужно вот прямо закатать его и рот на замок закрыть. Но это очень важно. Важно именно в этот ваш период жизни. Кто-то может не то услышать, не то понять, может быть, в сердцах что-то скажете, либо очень эмоционально о чем-то будете рассуждать, делиться своим мнением. Вот как кто-то может услышать, подслушать, и потом все это ваше сказанное обернуть против вас, либо против вас большими неприятностями обернется. Пожалуйста, мои дорогие, вы все разные, мужчины и женщины. Если вы помолчите пару дней, да, от вас не убудет. Вот поверьте. Надо искушать судьбу. Да? Если вы зашли на это видео, досмотрели до этого момента, получили это предсказание, значит, оно для вас. Да? Постарайтесь просто поменьше говорить, побольше слушать. Вот полезнее будет. Да? Прям очень полезно будет для вас. По крайней мере, плохого ничего не случится. Какие-то люди вокруг вас не те трутся. Либо случайным образом, либо специальным образом. И так можно прочитать. В общем, молчите. Молчите, помолчите, так спокойнее будет, так лучше будет для вас. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, берегите себя, всем пока-пока.